Март 25 года, как видите, весна кругом. Пусть еще не все цветет, но уже, как видите, все течет. И скоро мы увидим все в зеленом цвете. Глаза реально невозможно открыть. И с вашего позволения я надену очки. Не воспримите это как неуважение. Глаза я вам уже показал. Моя причина остановки – это селение Сержень-Юрт. Чтобы заострить ваше внимание на этом населенном пункте, подсветить на определенный исторический факт, который имеет большое значение, как минимум федерального масштаба, и в истории, и археологии. Все знают, что Северный Кавказ объединяется в основном под названием кабанская культура, хотя известны другие культуры, как и майкопская культура, кайкинско-карачаевская, кураракская, там, иркейская, ну, разная. Тем не менее, кабанская, она самая такая известная. И это место исторически, археологически привязывается, является как бы локально-восточной локацией кабанской культуры. Почему кабанская культура? Почему эта культура названа в честь селения Верхний Кабань, которое находится в Северной Осетии? Потому что еще в середине 19 века, в то время, когда шла Кавказская война здесь, там был открыт могильник, и именем этого могильника определенные ученые решили назвать целиком всю северокавказскую культуру. Понятное дело, что этот термин, скажем, утвердился в 40-х, 60-х годах Советского Союза, учитывая, что и Грузия, и Северная Осетия у Сталина были на особом счету, и понятное дело, что именем репрессированных народов ничего хорошего назвать не могли. Таким образом, все это соотнесли к кабанской культуре. Даже, опять же, решили объединить две культуры, как колхидскую, и был придуман еще такой термин, как колхидо-кабанская культура. Но могильники открыты во многих местах. Могильники большие найдены и в нашем селении Майыртуп, и в Харачое. Почти их много. Но то, что произошло здесь, в Сержень-Юрте, несоизмеримо больше, чем все эти вместе взятые раскопки, которые велись и даже в Кабардино-Балкарии, и Северной Осетии, и во всех таких местах. Представляете, 57-59 год 20 века здесь проводится один из самых крупных исследовательских экспедиционных работ по раскопке так называемых залежей поселков кабанской культуры. Представляете, в Сержень-Юрте кабанская культура. И здесь найдены целые поселки, в прямом смысле, поселки, в полном числе вам говорю. Вырыто более 3000 квадратных метров грунта. Раскопали село, поселки вымощенные. Первый раз на Кавказе находят, представьте, селение и ранней, и поздней бронзы, и раннего железа. Люди живут и ездят на своих, я не знаю, тележках, колесницах по вымощенным галькой дорогам. Нашли все атрибуты, которые позволяли определять жизнь этих поселений как высокоразвитые. Очень много нашли выраженных ярких артефактов, несущих в себе и материальную, конечно, ценность, и, конечно, историко-археологическую. И наши известные историки, будучи студентами, участвовали в этих раскопках и могут многое сказать от первого лица о тех артефактах, которые находились здесь, но потом почему-то нигде не появлялись. Понятно, что мы многие артефакты растеряли. И по сей день то, что здесь находится, почему-то люди скрывают и имеют обыкновение выносить и продавать их в соседних республиках. И пора на самом деле нам уделить этому внимание, вывести какую-то финансовую линию, чтобы скупать артефакты у населения, чтобы потом они не становились достоянием музеев и всяких кладовых, ближайших, известных своей историей республики, которые имеют обыкновение с огромной пластом истории привязаны опять же к своему имени. Конечно, Северная Осетия, никаких претензий Северной Осетии нет. Но представьте, вот кабанская культура, Алания, Владикавказ, и люди, которые часто вот в интернет таких вот спорах, такие примитивные, скажем, такие вот умы, интеллекты, часто любят
говорить, что мы Владикавказ и мы владеем Кавказом. И, конечно, создает впечатление, что на Кавказе, на Северном Кавказе, что единственный народ, который имеет вот государственное и первоопределяющее значение, это только Осетия и Осетина, учитывая, что они первым обозначили Северная Осетия, Алания, кабанская культура, уже повторяюсь, ну и так далее. И Кавказом владеют их город. А на самом деле эта культура по справедливости должна была называться именно Сержень-Юртовская, потому что, еще раз повторяю, по объему работ, по своей материально-исторической важности, по всему, что здесь происходит, не сравнится все вместе взятое с одним Сержень-Юртом. Мало кто об этом знает, даже многие жители Сержень-Юрта об этом не знают, особенно молодежь. Призываю вас, сержень-юртовцы, изучите историю своего села. Знаете, на каких вот важных широтах вы проживаете. Обидно, что сегодня даже люди не хотят это знать. Да, тяжелые времена, но верю и знаю, что придет время, когда мы сможем снова официально вести здесь раскопки, проводить палеоэкспертизы, которые многое могут нам сказать. Да, мы сегодня зациклились на каких-то других вещах, но это, опять же, история федерального масштаба, как минимум, общероссийского масштаба. История Северного Кавказа, пространство между двух морей, Каспийского и Черного, всю жизнь являлось определяющим, даже, наверное, в целом, как минимум для материков Евразии, Африки. Это 100%. Это факт, потому что все пути дороги из Европы в Азию шли через это пространство. И все, кто приходил на Каспий, стремился выйти к Черному морю. И все, кто приходил на Черное море, стремился выйти в Каспий. Вот он был место, скажем, слияния двух культур, западной и восточной. Который, представьте, вот он, шелковый путь на самом деле. Вся земля, вся суша, пространство между Черным и Каспийским морем являлась самой значимой территорией, чтобы контролировать основные потоки грузов с Европы, которые шли от Средиземного моря через Босфор на Черное море и Понтийские порты до Дербента, куда, конечно, приходили все азиатские товары, купцы, вся Азия, Восток там представлял себя. Вот такое вот место. Так что селение, о котором знали некогда, что Сержень-Юрт, где птицы не поют, должно стать селением, о котором поют все. И оно того достойно. И надо помнить великую трагедию села, что после первой даже войны в этом селе практически ни одного дома целого не оставалось. И словно феникс птицы это село снова и восстановилось, и расцвело. И сегодня появилась вот эта дорога, которая нам позволяет лицезреть это село и равнину, которая начинается от города Шали, некогда самого большого села Советского Союза. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.